Сынок, послушай меня, ты не знаешь об опасности, окружающей тебя. Как только вы выйдете в дверь, мир станет местом невыразимых событий, и повсюду будут разрушения. Я попытался высказаться перед ним и предупредил его саркастическим тоном, но он, казалось, проигнорировал меня. Дети мои, слушайте меня внимательно, потому что то, что я сказал, серьезно и важно. Когда вы выйдете из дома завтра утром, снаружи вас будет ждать что-то неожиданное. Будущее похоже на большую головоломку, полную неожиданных испытаний и сюрпризов. Я пытался научить тебя любви и состраданию, но, похоже, ты не услышал моего совета. А я слышу свой голос, потому что за стенами твоего дома тебя ждут бесчисленные опасности, сын мой. Если ты последуешь этому посланию до конца, то я, Бог твой, Господь Саваоф, разрушу в этот день все твои злые замыслы. С грохотом грома и концом молнии мой гнев обрушится на ваших врагов, разрушая их злые замыслы и разрушая их планы. Сила ада не может противостоять пламени моего правосудия. Это сожжет все стратегии злодея и скроет его из поля зрения. Посреди тьмы, которая окружает тебя, я буду твоим сияющим светом, ведущим тебя на путь истины и праведности и наступающим твоими ногами против всякого обмана и зла. Не бойся, я с тобой, как рыкающий лев, готовый защитить тебя и сражаться со всеми твоими врагами. Мой голос звучит на небе и на земле, провозглашая твою победу над всеми, кто восстает против тебя. Поэтому, пожалуйста, примите это обещание всем сердцем. Ибо я, Господь Бог Вседержитель, с тобой, и сила ада не может одолеть тебя. Я обещаю вам, что благодаря ангельскому вмешательству вы сможете найти вещи и богатства, которых вы никогда не ожидали. Вам откроются небесные сокровища и придут благословения, которые изменят вашу жизнь так, как вы даже представить себе не могли. Дитя мое, слушай внимательно мои слова, потому что я обещаю исцелить вашу душу и тело. Я обещаю, что даже в самые величайшие моменты боли и страданий мои руки милосердия протянут вам руку и принесут вам утешение и исцеление. 1919 год. Комментарий о принятии Божьих обещаний веры. Сегодня вечером я обещаю послать ангела-исцелителя, чтобы вернуть вам совершенное здоровье, когда болезнь разрушает ваше слабое тело. Его божественная рука касается вашего больного тела, устраняет болезни и восстанавливает утраченную энергию. Когда печаль и боль охватят твое сердце, я пошлю тебе ангела утешения и окружу тебя нежной любовью. Его крылья света приветствуют вашу страдающую душу и приносят мир и утешение в вашу боль. Силой моей благодати я принесу вам полное и постоянное исцеление всех ваших физических и эмоциональных недугов. Для меня нет ничего невозможного, и никакое зло не может противостоять силе обновления. Поэтому, дети мои, верьте в мое обещание исцеления и сохраняйте свою веру посреди своих страданий. Ибо я Бог исцеляющий, и моя милость и сострадание длятся вечно. Пожалуйста, примите это обещание с благодарностью и надеждой, и с уверенностью двигайтесь к полному выздоровлению. Бог пришел, чтобы предупредить нас сегодня, разорвав завесу неизвестного и принеся важное послание, которое важным предупреждением касается наших душ.
скрытые силы сговорились, и нам предстоит принять решение. Это решение определит наше путешествие. Пожалуйста, примите эти слова с божественным знанием. Небесные ангелы советуют нам быть очень осторожными, поскольку существует неминуемая опасность, которая разрушит наше ближайшее будущее. Творец в своей бесконечной мудрости раскрывает уродливую правду о том, что вокруг нас сговорилось против святости Его имени. Появление этой тени изменит нашу ситуацию. Ангелы предупредили нас, что враг пытается удержать нас от этой цивилизации, расставляя ловушки в ночной темноте. Но наша настойчивость разрушит такие планы. Бог у престола своей славы гарантирует, что жертвы, которые мы приносим сейчас, дадут нам силу во время грядущих бурь. Враг сделает ужасные открытия и будет ждать нашего внимания. Но когда мы глубоко поймем каждое слово этого послания, в нашем путешествии произойдут чудесные изменения. Комментарий 4949. Надеюсь, сегодня вечером вы увидите чудесные изменения в своей жизни и доме. Бог обещал освободить нас от невидимых цепей. Теперь послушайте Его голос. Возможно, это ваш последний шанс. Люди, которые любят небо, готовы позаботиться о нашей энергии и стрессе, вдохнуть в нас новую энергию, и ничто не сможет помешать нам двигаться вперед к победе. Давайте готовьтесь. Перед нами открывается небо, полное возможностей. Ангелы заявляют, что тьма не утихнет, и полны решимости уничтожить нашу личность. Но если мы продолжим это откровение до конца, никакая болезнь нас не постигнет. Мы заявляем, что произойдет экономическое чудо, и подтверждаем обилие нашей крови. Бог уверяет нас, что Его план осуществится, прежде чем нас накроет тень гибели. Вечные обещания будут нашим прибежищем и силой, питающими наш внутренний огонь, когда мы чувствуем усталость. Я верю, что мы можем преодолеть любые трудности и не только стать совершенными, но и прогрессировать. Господь научил нас, что удовлетворенность – это не выражение слабости, а скорее постоянный поиск глубокой внутренней силы и легкого удовлетворения перед лицом слабости. Настоящее счастье, подвиг заключается не в материальных украшениях, а в том, чтобы ценить маленькие чудеса повседневной жизни. Наши действия ясны, и мудрость приходит не только из минут молчания, но и из величайших страданий. Поэтому, готовясь к этому собранию, мы должны готовиться со всей искренностью и быть готовыми принять и усвоить уроки, которые нас ждут. Будьте мудры, будьте готовы и доверяйте Божьей защите и водительству. Потому что через Бога мы можем найти в себе силы преодолеть любое препятствие, встречающееся на нашем пути. Сравнение своей жизни с жизнью других – распространенная ловушка, в которую попадают многие люди, даже не осознавая этого. Как всегда, мы участвуем в невидимой конкуренции, где успех других подрывает наш собственный. Эта мысль приводит нас к извращенной жажде и зависти, которая скрывает красоту нашего путешествия. Каждый из нас подобен уникальному кусочку бесконечной головоломки со своей формой, цветом и звуком. Пытаться вписать свою жизнь в чужую систему все равно, что пытаться затолкать кусочек головоломки туда, где ему не место. Но когда вы осознаете свою индивидуальность и уникальность, происходит нечто волшебное.
Вы обнаружите, что вам не нужно соревноваться ни с кем, кроме самого себя. Настоящее удовлетворение приходит не от того, что вы превосходите других, а от того, что вы расширяете свои возможности и становитесь лучшей версией себя. Я обещаю открыть сокровища небесные и излить на вас множество благословений. Вы будете богаты во всех аспектах жизни, от материальных ресурсов до талантов и способностей. Там, где его не хватает, оно потечет в избытке. Я проведу вас по пути к успеху. Вы достигнете своих целей и осуществите свои самые сокровенные мечты. Мир станет вашей возможностью, и я буду с вами на каждом этапе пути, чтобы обеспечить ваш успех. Я буду твоим божественным врачом, исцелю все твои болезни и верну тебе совершенное здоровье. Твое тело станет моим убежищем, а твой разум обновится миром и спокойствием. Никакая болезнь не поразит тебя, потому что я источник жизни и здоровья. Я обещаю наполнить ваше сердце миром, превосходящим человеческое понимание. Даже в жизненные бури душа твоя будет спокойна, и сердце твое будет умиротворено. Я всегда буду твоим прибежищем, и ничто не сможет нарушить покой, который я тебе предлагаю. Я наполню твою жизнь своей безусловной любовью. Вы испытаете любовь, превосходящую человеческое понимание, и любовь безмерную. Внутри меня ты найдешь утешение, поддержку и настоящую дружбу. Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость души моей. Кого мне бояться? Псалом 26, 1. Этот библейский стих, Псалом 27, 1, выражает уверенность псалмопевца в Боге. Он заявляет, что Бог – его свет и спасение, объясняя, что Бог – источник руководства и защиты в его жизни. Этими словами «не боюсь» псалмопевец понимает, что Бог для меня крепкое прибежище, безопасное место, где я могу найти убежище и покой среди жизненных проблем и испытаний. В этом стихе подчеркивается важность доверия Богу, всегда полагаться на Него, укреплять нашу веру и ободрять других, попавших в трудную ситуацию. Легкий ветерок шелестит листьями деревьев, и ангелы поют в звездной ночи. Семьи собираются у камина и обмениваются историями. Это добавляет им отношений. Вспышка в глазах друг друга представляет собой пламя, символизирующее их общую любовь и силу. В этот момент они понимают, что, несмотря на бурю, их ведет сквозь тьму маяк, чей неприходящий дух является источником их силы и непоколебимого присутствия их близких. Толкование 30:30 привлекает внимание к божественному стиху и защищает дом от негативных влияний, которые пытаются создать насилие и дружбу, в то время как враг пытается разрушить семейные отношения и увести молодых людей с правильного пути. Не тратьте свою жизнь на вредные привычки. Пожалуйста, поделитесь этим сообщением сейчас, чтобы избежать негативных последствий. Пусть любовь и надежда сияют в вашей семье и помогут вам пережить темные ночи неопределенности. Именно ее голос облегчил ее печаль, а смех поднял ее печаль и превратил ее страх в надежду. Будучи артистом, руководящим хором, этот человек уравновешивает разнообразные музыкальные стили семьи, создавая игру взаимной поддержки, несмотря ни на что. Он подобен лампе, которая светит, даже когда я болен,
когда его присутствие поддерживает меня в тишине гостиной и во время праздника, когда дом наполнен смехом и музыкой. Наша семейная жизнь научила нас, что истинное богатство заключается в общих моментах и общих воспоминаниях. Каждый день его жизни – это новая страница в его книге жизни и наследие любви и терпения. Основная тема этой статьи – показать на собственном примере, что толерантность важна. Невидимый враг пытается разрушить святыню, но семья прощает его и возобновляет обещание идти вместе. Они осознают, что каждое препятствие и любая терпимость обогащают их историю и укрепляют основы их существования. Продолжайте выбирать прощение себя и делитесь этим пониманием с окружающими. Это ключ к светлому и мирному будущему. Идя по пути прощения и любви к себе, вы обретите ощущение истинного мира и стабильности в своей семье. Каждый акт прощения укрепляет узы, связывающие их, и превращает невзгоды в возможность расти и укреплять друг друга. Поскольку семьи практикуют прощение в своей повседневной жизни, легкие болезни становятся возможностью укрепить связи, предпочитая любовь и понимание горечи и обиде. Осознав, что прощение – это непрерывный процесс принятия, сострадания и отпускания бремени прошлого, вы обретите новое чувство свободы и целостности в своей жизни. Каждый член семьи узнает, что через прощение не только освобождаются другие, но и сами освобождаются от цепей, сковывающих их сердце. Мы надеемся, что понимание толерантности как пути к самопознанию и обновлению будет и дальше распространяться как лесной пожар, принося с собой обещание более светлого и мирного будущего для всех. Когда ты прощаешь и распространяешь любовь, ты обнаруживаешь, что истинное счастье заключается не только в материальных вещах, но и в глубоких и богатых отношениях, которые обогащают твою жизнь, сын мой. Ангелы говорят, что семьи научатся ценить моменты, проведенные вместе, поскольку обстоятельства меняются и приносят новые проблемы и успехи. Они понимают, что их истинная сила заключается в том, чтобы поддерживать друг друга, разделять бремя в трудные времена и вместе праздновать в счастливые времена. Бог велит нам остерегаться пустых чувств, которые, как густой туман, витают над нашими домами, охлаждая наше сердце и истощая наши души. С мудростью тех, кто пережил множество штормов, поймите, что эти моменты также являются приглашением к глубоким размышлениям и возможностью воссоединиться со своей истинной личностью. Ангелы должны быть смелыми в эти минуты бездействия, вместо того, чтобы наполнять их временным счастьем и печалью. И если мы примем их с милосердием, мы должны осознать, что они могут стать почвой и могут быть использованы как земля. Бог сказал, что на этом пути вы обнаружите, что пустота в вашем сердце часто является результатом неудовлетворенных потребностей, нереализованных желаний и потерянных отношений. Понимая это, семьи делятся своими уязвимостями, не опасаясь критики, и находят новые способы общения. Когда вы простите и распространите любовь, вы поймете, что истинное счастье заключается не только в материальных вещах, но и в глубоких, богатых отношениях, которые длятся всю жизнь. Совместное переживание этих свободных моментов может помочь вам найти новые возможности для личного и группового роста и укрепить семейные узы. Комментарий 6060 прослеживает изменения и чудеса, происходящие на рассвете. Вражеские силы пытаются нарушить покой в вашем доме,
но мы призываем вас. Бог послал вас обновить обещание единства семьи через прощение. Мы знаем, что все препятствия преодолены и что прощение обогащает каждую историю. В разгар перемен и проблем семьи научились ценить время, которое они проводят вместе, зная, что их сила заключается в поддержке друг друга и праздновании каждого шага на этом пути. Всегда маяк надежды и стойкости, главный герой воспринимает возникающие моменты досуга и превращает их в возможности для индивидуального и коллективного роста. Ангелы говорят, что этих моментов пустоты не следует избегать, а следует мужественно встретить их и принять как часть человеческого пути. Благодаря открытому диалогу и активному слушанию эти пустые пространства начинают наполняться более глубокой целью и смыслом. Так что примите пустоту как особую часть пути и следуйте примеру тех, кто всегда ведет с мудростью. Не бойтесь белого пространства, потому что здесь вы найдете новый смысл и настоящую связь. 9090 комментариев о смелой встрече с сегодняшними катастрофами. Потому что только приняв пустые задачи, можно обрести удовлетворение в жизни. Злые люди пытаются разрушить ваш покой, но Бог с вами в трудную минуту. Важно помнить, что все в жизни временно. Боль может быть сильной, но в конце концов она проходит, и мы живем на грани человечности. Ангелы говорят, что боль учит нас непостоянству и побуждает нас принять каждый момент с изобилием и открытостью. Нас поощряют противостоять нашим теням, страхам и сожалениям, не отрицая их, а принимая и понимая их. Осознав значимость этого священного события, семьи начали понимать, что подготовка ко второму пришествию Христа выходит за рамки традиционных религиозных практик. Это призыв к внутренней трансформации, чтобы соответствовать учениям, которые Он оставил после себя. Каждому члену семьи предлагается заглянуть в свою жизнь, найти место, где он может полностью выразить любовь и сострадание и искать более глубокие отношения с Богом. Бог послал вас провозглашать обещание пришествия Христа, размышлять над концепцией общности и собственной важности для бедных, безоговорочно прощать и любить без ожиданий. Каждый добрый поступок, каждый жест сострадания, каждое слово поддержки способствует созданию мира, отражающего принципы Царства Божьего. Комментарий 3030 ликвидировал солдат, которые пытались остаться в своих домах, создавая напряженную атмосферу. Чтобы исправить это, сын мой, мы советуем тебе сделать этот период ожидания периодом духовного обновления и новой приверженности христианским принципам. Семьи радуются своему комфорту, благодарят за ежедневные благословения и находят силу в сообществе веры с теми, кто разделяет их надежду на второе пришествие. Вместе они изучают священные писания, делятся идеями и опытом, ободряют друг друга в вере и строят толерантную и заботливую социальную структуру, глубоко укорененную в христианской любви. Ангелы предупредили, что в этом плане семья также осознает важность заботы о мире. Поймите, что идея быть представителем мира связана с учением Христа о любви и уважении ко всему творению. Поэтому ожидание второго пришествия связано с усилиями по обеспечению стабильности, социальной справедливости и мира. В этих произведениях мы видим возникновение Царства Божия в этом мире. Замедлившись и оставаясь неподвижным, вы сможете находить радость в мелочах повседневной жизни.
Настоящее счастье не в достижении великих свершений, а в том, чтобы ценить маленькие моменты радости и благодарности. У нас есть мудрость распознавать знаки Божьи, которые приходят к нам, потому что оно направляет нас на путь жизни. Каждая встреча и каждый опыт – это возможность для обучения и духовного роста. Наш мир представляет собой мозаику разнообразия, и каждый человек уникален и важен для красоты целого. Ангелы напоминают нам о том, как важно смотреть за рамки наших различий, находить единство в разнообразии и наводить мосты понимания и любви. В поисках истины вполне нормально столкнуться с вопросами, оставшимися без ответа. Вместо того, чтобы сталкиваться с препятствиями, примите их как часть жизни. Истинная мудрость не дает ответов на все вопросы, но, живя с вопросами, мы можем позволить им привести нас к более глубокому пониманию себя и мира вокруг нас. Продолжайте быть смелыми и страстными и верить в послания Бога, которые проведут вас по пути и жизненному пути. Пусть поиск истины станет источником духовного роста и самосознания, позволяющим вам глубже понять цель вашего существования. Имейте веру, даже когда в вашем уме возникают сомнения. Продолжайте молиться, даже если ответ очень далек. Потому что я работаю за кулисами и координирую все за вас. Ты не один в этом путешествии, я буду с тобой, держа тебя за руку и направляя. Поверь мне, у меня есть для тебя самое лучшее. Так что будьте терпеливы, смелы и полны надежд. Потому что чудеса, которые произойдут, являются выражением моей бесконечной любви к тебе. Ангелы предупреждают вас, что в мире, полном информации и идей, легко почувствовать себя подавленным. Это напоминает нам о важности различия между истиной и ценностями, и о том, что мы всегда стремимся к истине и чистому сердцу в соответствии с истинными и искренними ценностями. Бог просит нас практиковать прощение даже тех, кто обидел нас, как важный шаг к глубокому и истинному исцелению. Бог напоминает нам, что жизнь полна испытаний, включая болезни, которые нас постигают. Однако эти проблемы не лишены цели. Они получают возможность расти, учиться и становиться ближе к божественной сущности внутри нас. Вера может быть нашим светом, выводящим нас из тени болезней и освещающим каждый шаг к исцелению и здоровью. Ангелы помогают нам стать богаче благодаря благодарности, изменению нашего восприятия реальности, а также помогают нам увидеть благословение и быть благодарными за тех, кого мы принимаем как должное. Ежедневная благодарность – мощная сила, приносящая счастье и удовлетворение. Помните, что ваши ангелы всегда с вами, говоря слова ободрения и мира посреди хаоса. Они здесь, чтобы напомнить вам, что ваша сила и вера – это ключ к освобождению от жизненных ловушек. Прощение даже тех, кто пытается нам навредить, это величайший акт любви, который может полностью исцелить и восстановить нас. Бог говорит нам, что свет внутри нас обладает силой осветить самые темные места в мире. Будьте маяком надежды и доброты во времена неуверенности и страха. Ваша способность любить, прощать и помогать другим является отражением их присутствия внутри вас. Станьте свидетелем в своей жизни света и любви, исходящих от Бога, и вдохновите других найти путь к миру и истинной любви. Ангелы напоминают нам, что в великом круговороте жизни каждый конец –
это также новое начало. Мы должны принимать перемены смело и с оптимизмом, потому что каждое изменение – это возможность для обновления и роста. Будьте готовы идти, даже если путь впереди неопределенен. С верой и решимостью каждый шаг будет вести нас к новым открытиям и достижениям. Бог сказал вам, что Его благодати достаточно даже в самые трудные времена. Иисус предлагает вам положить все ваши тревоги и страхи к Его ногам и обещает, что вы найдете утешение и силу, чтобы противостоять любым испытаниям и преодолевать их. Бог простирает руку и приглашает вас простить безоговорочно и найти мир и свет в своей жизни. Говорят, что ангелы Вселенной с глубокой любовью наблюдают за нашей борьбой и всегда рядом с вами, одаривая вас незримой поддержкой и бесконечной любовью. Бог провозглашает, что победа и хорошие дела близки, и отмечает время восстановления и благословения. Ангелы придают смысл нашему существованию и помогают нам найти силы во всех трудностях. 6363 комментируйте и будьте открыты для изменений. Бог говорит нам, что мы должны быть честными в наших отношениях и проявлять открытость и доверие во всех наших действиях и выражениях лица. Ангелы просят нас осознать ценность честности и построить прочную дружбу, основанную на истине. Бог подчеркнул, что дружба подобна благословенной земле, где процветают любовь и сострадание. Это напоминает нам о важности жить в правде и честности, чтобы истина могла создавать глубокие связи, питающие любовь и постоянство. Важно помнить, что поиск истины – это не конечный пункт назначения, а скорее непрерывный процесс непрерывного обучения. Мы должны активно подвергать сомнению наши убеждения и предрассудки и быть открытыми для новых идей и пониманий. Говоря правду, мы укрепляем отношения и содействуем гармонии в наших сообществах и мире вокруг нас. Потому что только через истину и любовь мы можем создать будущее мира и процветания для всех. Итак, давайте идти к истине с мужеством, состраданием и смирением, зная, что в конце мы обретем свободу и истинное удовлетворение. 8080 комментариев приносят удачу. Однажды я задался вопросом, почему на море мы сталкиваемся со штормами, и оказалось, что причина в том, что те, кто выступал против меня, не умели плавать. Как ребенок, который возвращается к своим родителям и решил никогда больше не покидать их, пусть ваша слава будет доказана пред Богом. Пойми, дорогая душа, что знание жизненно важно для защиты твоей внутренней силы. Зло охотится на невежество и страх, но истина и понимание помогут вам пережить самые темные времена. Возьмите на себя обязательство учиться, делиться и делиться своими знаниями о том, как продолжать укреплять свою веру и здоровье своего дома. Чем больше вы понимаете злой заговор, тем сильнее вы будете бороться с ним. Дорогие друзья, знайте, что жизнь – это выбор и что каждое принятое нами решение может изменить нашу судьбу. Недооценивать время и людей значит рисковать будущим, полным сожалений. Цените настоящее, любите настоящее и действуйте сейчас. Поэтому, оглянувшись назад, вы обнаружите путь, отмеченный решимостью и серьезностью в жизни. Ангелы предупреждают, что ненависть распространяется, как болезнь, и может затронуть не только отдельных людей, но и целые народы.
Мы обязаны заботиться о своих сердцах и обеспечивать, чтобы они были местом любви, сострадания и понимания. Содействуя миру и гармонии в человеческих отношениях, мы помогаем миру исцелять одно сердце за раз. Бог предупредил, что отрицать истину – это все равно, что построить дом на песке и позволить волнам разрушить его. Мы должны найти свое присутствие на горе истины, где даже самые свирепые бури не смогут поколебать нас. Божьи ангелы шепчут, что благодарность – это щит от зла. Благодарность создает позитивную атмосферу даже в невзгодах. Найдите причину, по которой это соответствует вашему истинному желанию повлиять на мир. Комментарий 7070 Бог – это свет благодарности и любви, который ведет вас. Серафим напоминает нам, что человеческое сердце нежно, и призывает нас наполнять свои мысли радостью и жить так, чтобы каждый сделанный нами выбор демонстрировал ценность жизни. Сын мой, любовь к ближнему – это ключ к истинной свободе. Любя других как самих себя, мы разрушаем барьеры эгоизма и страха и открываемся бескрайнему океану. Столкнувшись с жизненными трудностями, важно помнить, что если держаться правды и любви, то можно преодолеть любую проблему. Любой опыт, каким бы трудным он ни был, дает нам возможность расти и укреплять нашу веру. По мере того, как мы продвигаемся вперед по нашему пути, важно иметь благодарное сердце, признавать полученные нами благословения и делиться ими с другими. Благодарность не только соединяет нас с Богом, но и помогает нам лучше осознать драгоценные дары, окружающие нашу повседневную жизнь. Мы также должны помнить, что у каждого из нас есть особая цель в этом мире. Нахождение и принятие этой цели дает нам смысл и направление. Сейчас настало время сосредоточиться на предстоящих благословениях и двигаться вперед с верой и решимостью. Возлюбленные, день вашего спасения близок. Все ваши проблемы будут решены. Победите своего врага. Скажи мне, ты любишь меня, ты мне доверяешь. После того, как я получу ваш ответ, я совершу великое чудо в вашем сердце, чтобы успокоить ваше сердце и положить конец вашим беспокойствам. Есть 3 вещи, которые вам нужно сделать сейчас. Обратите пристальное внимание на эти слова, и пусть они успокаивают вас в течение дня. Пожалуйста, сначала уделите мне все свое внимание. Я уверен, что я намерен подарить вам вечное счастье и удовлетворение. Хуже того, я никогда не хотел испытывать или быть осужденным. Жизнь, полная любви и сострадания, жизнь, полное счастья – вот чего я хочу. Преклоните колени передо мной, и я исполню свое желание. Я буду питать твою душу моими словами, и ты должен доверять мне всем своим сердцем. Вера в мои написанные слова даст вам силы пережить сомнения и трудности. Даже если ты решишь мне поверить, это не продлится долго. Ваша жизнь будет нормальной, и ваше сердце будет открываться лишь частично или тогда, когда это будет уместно. Когда разразится шторм, вам придется совершать множество движений, и ваши мысли, разум и эмоции будут летать повсюду. Я не хочу делать это за тебя. Боже, я прошу Тебя открыть мое сердце и сохранить мне верность и верность. Когда ты решишь уйти из этой жизни навсегда, не будет больше дней, чем увидеть удивительную славу Вселенной, потому что ты будешь со мной навсегда.
Вы испытаете чудеса, превосходящие ваше воображение. Вы получите обильные благословения, будете иметь счастливую семейную жизнь и сможете вместе преодолеть все препятствия. Я благословлю тебя, и все, кто причинил тебе боль, уйдут. Те, кто верят в меня, получат вечную награду. Вы уже выиграли битву. Мне нужна ваша приверженность, ваша вера и ваша приверженность сегодня. Надеюсь, ты сделаешь то же самое для меня. Второй шаг – закрыть глаза или поднять руки, в зависимости от того, что лучше, чтобы выразить свою глубочайшую благодарность. Соберите все благословения, даже самые маленькие, которые придают вам силы и цель. Неважно, чего от вас ждут сейчас или что вы получили в прошлом, важно проявлять искреннюю благодарность, даже если вы чувствуете себя обделенным. Этот акт благодарности исцелит вашу душу и снимет пелену с глаз. Когда небеса откроются, вы увидите, как перед вами разворачиваются всевозможные благословения, поддерживающие вашу жизнь и позволяющие вам двигаться вперед. Просыпайтесь вместе с ними каждый день и продолжайте двигаться вперед. В жизни могут быть трудности и испытания, но если вы потратите время на размышления, вы увидите уроки, которые вы усвоили, прогресс, которого вы достигли, и то, как выросла ваша вера. Пожалуйста, выразите мою благодарность. Слушайте свой голос и слова, которые вы выбираете. Даже если дела идут не так, как вам хочется, найдите минутку, чтобы оценить дыхание, которым вы дышите, людей в вашей жизни и воздух, которым вы дышите. Быстро и легко я здесь, чтобы помочь. Пожалуйста, найдите время, чтобы выразить свою признательность, поскольку мы открываем новые карты и исправляем ситуации, которые требуют прочной основы для достижения пункта назначения. Продолжайте быть благодарными за вещи, какими бы незначительными они ни были. Если вы счастливы, будьте благодарны. Не забывайте быть благодарными, даже когда вам грустно. Примите невзгоды, несмотря ни на что. Посмотрите в зеркало и будьте благодарны. Благодарность сегодня является мощной добродетелью. В результате ждите больших перемен и чудес в своей жизни. Наконец, перешлите это сообщение кому-нибудь еще. Люди вокруг вас могут казаться счастливыми снаружи, но в глубине души они страдают и чувствуют себя безнадежными. Для некоторых людей поиск смысла жизни может быть постоянной проблемой. Выйдите и расскажите миру о своем чуде любви. Надеюсь, они почувствуют радость, которую я приношу в вашу жизнь, и благословение моего присутствия. Любовь, мир, гармония, изобилие и благословение станут вашими, если вы поделитесь ими без беспокойства и долгов. Люди будут смеяться над вашей печалью, но, услышав вашу историю, их сердце пострадает. Для них важно то, что вы найдете. Важно, чтобы они чувствовали себя ценными и ценными. Пожалуйста, поделитесь этим сообщением с добрыми пожеланиями и любовью. Убедитесь, что они видят вас правильно и делают то, что вы просите, включая любовников, судей и государственных чиновников. Поверь мне, будь смелым. Таким образом, вы не будете бояться того, что с вами сделают другие. Помните, если вы будете упорны, никто не сможет сравниться с вашей семьей или вами. Всегда помни, что я здесь для тебя, несмотря ни на что.
Целительная сила моего послания проста. Вы будете пробуждены и наполнены энергией божественной силы, исходящей из моих слов. Я понимаю, что вы, возможно, не чувствуете, что заслуживаете моего присутствия в вашей жизни, но я хочу, чтобы вы знали, что я искренне тронут вашей верой и смирением. Я не только войду в вашу жизнь, я войду в ваше сердце и смягчу его. Я напишу тебе исцеляющие слова и освобожу тебя от сковывающих тебя цепей. Когда ты услышишь мой голос, его не услышит даже небо, все твои печали, тревоги и заботы исчезнут. Желаю вам счастливого, мирного и светлого будущего. Поэтому я прямо покажу тебе, как сильно я забочусь о тебе, как сильно люблю тебя и как буду защищать тебя от опасности. Все, что мне нужно, это чтобы ты провел со мной немного времени. Я хочу оставить тебе это наследие. Доверьтесь мне полностью и примите меня с любовью и поддержкой. Ваша внутренняя сила готова и ждет, чтобы ее высвободили. Возлюбленные, я приказываю вам встать и уйти, потому что вы исцеляетесь и преобразуетесь силой моего Святого Духа. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, никто не сможет противостоять вам. У тебя есть моя безграничная любовь и преданность, и ты не слабый, а сильный. Дорогой мечтатель, знай, что я люблю тебя и что в конце концов все будет хорошо. Поверьте мне, нет лучшего времени, чтобы дать свое благословение. В настоящее время мы работаем над принятием необходимых мер, чтобы он был готов вовремя. Я даю вам благодать, утешение и терпение. Используйте его с умом в стрессовых ситуациях. Не нужно спешить. Пожалуйста, не делайте никаких важных шагов или решений, не поговорив предварительно со мной. Вы же не хотите застрять или столкнуться с недопониманием. Держитесь подальше от веселых друзей. Это письмо является моим официальным подтверждением вашей переписки. Пожалуйста, будьте терпеливы. Постарайтесь не влезать в долги. Ты уже достаточно пережил. Пожалуйста, не лишайте себя будущих возможностей. Вскоре ты засияешь и почувствуешь мою милость и благодать. Развяжите все звенья и цепи. Пусть они бродят по полу и веселятся. Вместе мы можем показать путь вперед. Некоторое время только мы двое знали секрет, и он был нашим. Не отказывайтесь от своих мыслей и действий. Пожалуйста, храните молчание о наших планах. В вашей жизни много завистливых и недобросовестных людей, которые, как и прежде, будут высмеивать вас и пытаться помешать вам изложить свою историю. Пожалуйста, пройдите этот период без каких-либо перерывов. Ваше сердце изменится, и вы добьетесь успеха во всем, что делаете, потому что вы доверяете мне. Я уже обещал тебе, что ты будешь благословлен. Вы преодолеете беспокоившие вас проблемы и откроете перед собой двери. Я освобожу тебя от всех отношений и принесу тебе счастье, успех и свободу от страхов и долгов. Не поддавайтесь влиянию действий других. Если вы верите в меня и будете верны до конца, ничто не сможет встать на вашем пути или на пути ваших близких. Ты должен знать, что я с тобой. Успокойся, моего возвращения достаточно, чтобы залечить твои раны, а силы Божьей достаточно, чтобы пробудить тебя и дать жизнь, которая струится из моих слов.
Пока он у вас в руке, вы не можете двигаться. Если вы хотите вырваться из оков страданий, перестаньте говорить себе, что вы заслуживаете попасть в ад, что вы были изгнаны из-за своих плохих поступков. В мире, в котором вы живете, могут быть проблемы, но их нет. Ты обещал, потому что ты был сильным Детем Божьим. Какие бы шаги вы ни предприняли, вы должны доверять и верить в меня. Несмотря на все ваши проблемы в этом мире, вы также обретете успех. Я вижу тебя грустным часами, иногда даже не зная почему. Слушай, я скажу тебе, что тебя беспокоит. Я очень хочу снова быть с тобой. Твое сердце болит, когда ты скучаешь по мне, все твое существо любит мое присутствие, и ты знаешь, что беспомощен без меня. Вы все еще не можете найти удовлетворение или счастье, которое ищете, а время уходит. Я предупреждаю ваших близких, так что будьте осторожны. Они будут отдаляться от вас все дальше и дальше. Благословенная вода течет из этого родника рядом с вами. Он утоляет жажду, успокаивает ум и облегчает боль. Омойте свои печали этой водой, и вы никогда не будете жаждать. Ваша вера окупилась. Я гарантирую, что вы можете доверять моим словам. Сегодня вы восстановите свое здоровье. Пожалуйста, впустите меня, я сейчас у вас дома. Я здесь, чтобы благословлять и защищать ваших близких. Мои благословения вам превзойдут ваши ожидания. Ты выглядишь немного ожесточенным сегодня. Ваши слова добры, и я знаю, что у вас должна быть смелость твердо и с верой стоять на своем пути. Не нужно чувствовать разочарование или разочарование. Помните, что я ваш Отец и что вы не находитесь в далекой стране, где вы не можете найти мою любовь. Иногда я забываю тебя, но я, как всегда, с тобой. Пожалуйста, встаньте и протяните руку помощи. Отправь меня в путешествие своего ума и расскажи, куда ты боишься идти и почему ты не хочешь идти. И то, что вы хотите оставить позади, ваше будущее, является реальностью. Жизнь может быть трудной. Ваш невинный и оптимистичный взгляд на жизнь сиял в невинных и любознательных глазах вашей юности. Когда ты молод, ты полон надежды, радости и желания жить. Но когда они вырастают, ложь и предательство разрушают все. Ты потерял веру в меня, и твоя любовь ко мне охладела. Но теперь я смотрю на вещи с твоей точки зрения и знаю, что небо было голубым. Какую бы большую ответственность вы ни несли, я знаю, что звезды, как их называют, преодолевают боль, какой бы маленькой она ни была. Мы единомышленники, и у нас есть идеальное решение, чтобы облегчить вашу боль. Пока мы путешествуем вместе, я хочу поговорить о стране, где ты чувствуешь себя счастливым, где носишь королевские мантии и где все знают твое имя и любят тебя. Там, как голодная птица, око любви наблюдает за тобой день и ночь. Здесь растет твоя душа. Ваша истинная личность – это личность Сына Божьего, созданного по Его образу и подобию. Где бы вы ни находились, помните, что у вас есть свое место, и никто не сможет его у вас отобрать, даже если это самое интересное место во Вселенной. Твое место покоя находится в моем сердце, и я буду там каждое утро, чтобы услышать твой голос. Что бы ты ни чувствовал,
никогда не думай, что ты не заслуживаешь моей любви. Я купил твою душу своей кровью и никогда не оставлю тебя. Никто не сможет разбить мне сердце ради тебя. Несмотря ни на что, мое дорогое дитя, ты останешься в моем сердце. Вы не вышли из игры. Борьба сохраняет вам жизнь. Он решителен, потому что верит в чудеса и небесные силы. Несмотря на все шансы, выиграть невозможно. Запомните эти слова и продолжайте бороться с попытками сатаны разрушить ваши мечты. Однако в конечном итоге они терпят неудачу. Ты мой, и я защищу тебя своей силой, своей сильной рукой и своим светом. Я буду защищать вас. Я обещаю, что у тебя все получится. Посмотрите в зеркало моих великих обещаний, и вы увидите, насколько я уважаю и уважаю вас. Если вы не будете осторожны, ваши эмоции могут заставить вас поверить в то, что не соответствует действительности, и потянуть вас вниз. Борьба с этими чувствами – самая трудная битва, с которой вы когда-либо сталкивались. Не позволяйте эмоциям быть вашим компасом. Не расстраивайтесь из-за проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Когда вы сталкиваетесь с пугающей историей или ситуацией, постарайтесь не позволять страху отвлекать вас. В том, что твоя жизнь всегда была ниже меня, что ты один из избранных моей крови, и что я изменил все во благо своих близких. Мой дух очистит тебя. Вы удовлетворены, поскольку это дает вам возможность добиться успеха в любой задаче. Держи меня как можно ближе к своему сердцу. Пусть ты всегда покоишься в моей любви. Теперь, если вы поверите мне на слово, знайте, даже если я допущу несколько ошибок, все будет хорошо. Ваша боль ушла. В вашей семье все хорошо. Со временем вы увидите, как достигнете цели, о которой всегда мечтали. Наконец, вы можете начать чувствовать усталость, когда сталкиваетесь с проблемами и не видите выхода. Но это не так. Держи меня за руку, пока я веду тебя. Не бойся, даже ночью. Что бы ни случилось, твой преданный Отец никогда не оставит тебя. Держа меня на руках, выразите свое доверие ко мне и к вашей защите. Теперь, если я заболею, нет чудесного решения от Бога, кроме меня. Я Господь, твой Бог и твой Целитель. Я устраню препятствия перед вами и открою для вас возможности. Твоя жизнь, твое будущее, твоя семья и моя любовь в моих руках. Я ваш кормилец и защитник. Я так сильно чувствую к тебе. Сегодня, пожалуйста, будьте готовы выслушать меня и дождитесь, пока я буду говорить со смирением и благодарностью. Пожалуйста, запомните эти слова и сохраните их. Наполните себя мыслями и избавьтесь от мыслей, которые заставляют вас чувствовать себя плохо. До сих пор вы осмеливались двигаться вперед, зная, что нет ничего невозможного. Пожалуйста, приходите и посмотрите на меня настоящего. Ты чувствуешь мое присутствие. Доверьтесь моим способностям и верьте в чудеса и чудеса, которые я могу творить для вас и ваших близких. Там, где правит моя воля, бури прекращаются и моря успокаиваются, когда я слышу свой голос. Возьми меня за руку и нежно веди меня по пути любви. Больше никаких страшных звуков по ночам,
поскольку вы остаетесь в безопасности за жилетом. Не позволяйте хаосу этого мира заставить вас упустить из виду то, что правильно. Держи меня за руку и не отводи взгляд. Прошлые проблемы, разочарования и жалобы ушли в прошлое, и каждый день – это хорошая возможность продолжать борьбу. Выбросьте их из головы. Вы свободны отпустить все, что удерживает вас от переосмысления своего видения. Ключевые слова. Будьте осторожны в том, что говорите. Это может навредить тебе. Распространяйте свой успех, где бы вы ни находились. Безрассудные слова способны разрушить жизни, разлучить семьи и принести горе многим. Пусть великие слова мудрости и ободрения льются из ваших уст. Когда ты со мной, нет невозможных ситуаций. Так что сопротивляйтесь побуждению сатаны поверить, что надежды нет. Помните эту истину, ваша жизнь будет полна неудач и трудностей, а ваше будущее будет полно разочарований и растерянности. Что бы ни случилось, помни, что у меня есть сила изменить конфликт в твоей семье. Хотя это может быть сложно, вы можете начать сегодня, если хотите. Оно включает в себя вашу жизнь, ваше будущее, вашу личность, ваше финансовое положение и ваше семейное положение. Я не буду обещать пойти в поход, но поделюсь обещанием быть с вами и предложить вам поддержку, силу и помощь. Тебя любят, и я надеюсь, что у тебя все хорошо. Если вам нужно чудо, я сделаю его для вас. Уверяю вас, что у меня есть причина нести крест. Я верю, что после того, как ты родишься, тебя ждет жизнь, полное отвержения и жестокости. В твоем сердце боль и печаль от того, что ты страдаешь из-за других, но я исцелю тебя сейчас. Я прошел через боль и жертвы ради тебя. Моя жизнь начала подниматься в поисках изобилия, свободы и счастливой жизни. Но чтобы ваш разум нашел правильное направление и ясный ход мыслей среди хаоса, вы должны доверять моим словам. Там, где есть печаль, есть радость, а настойчивость в жизни, любви и терпимости заменит отчаяние. Я забыл твои грехи, сын мой. Пожалуйста, отдай мне свое сердце и увидь мой путь своими глазами. Будучи паломником, вы сражаетесь и занимаетесь сельским хозяйством на этой земле. Моя служба была оправдана иронией судьбы. Надеюсь, ты найдешь способ полюбить меня. Отдай мне свое сердце сегодня, и я сделаю тебя счастливым. Я прошу вас еще раз, и на этот раз серьезно, положить конец беспокоящим вас проблемам и дать вам силы преодолеть проблемы, которые преследовали вас с юности. Если вы понимаете, о чем я, его природа вам ясна. Я люблю тебя безоговорочно, но чтобы другие могли понять силу моей воли через такие невинные души, как ты, я выбрал тебя, чтобы преодолевать невзгоды и вести других к их судьбе. Возможно, богатство духовных знаний превышает вашу силу. Это богатство, которое я даю вам, не мошенничество. Примите это со смирением и найдите в себе силы противостоять многочисленным изменениям, которые я внесу в вашу жизнь. Я дополню тебя. Уверяю тебя, ты можешь изменить свою внешность так, что никто не скажет тебе, что ты — это не ты. Они удивят вас своим счастьем, выносливостью и решительностью. Пожалуйста, спаси мне свою жизнь сегодня.
вы начинаете производить серьезные изменения в себе, своих близких и своих ресурсах. Мир, гармония и успех окружат тебя в моих руках. Я спрячу тебя от тумана. Где бы ты сейчас ни был, я хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю. Когда вы чувствуете эту глубокую любовь в своем сердце, она наполняет вас радостью, и ваша печаль исчезает. Вы почувствуете, как тяжесть спала с ваших плеч, ваша походка стала упругой и появилась сила двигаться вперед. Пожалуйста, немедленно прекратите. Какой бы сильной ни была буря, ее сейчас невозможно остановить. Победа в твоих руках, почувствуй волнение, когда я обнимаю тебя. Я защищу тебя, мои руки защитят тебя. Это тоже больно. Я знаю, каково это, когда те, кому ты доверяешь, приказывают оставить тебя в покое, когда враг нападает на тебя и разрывает на части всевозможными плохими словами и плохими поступками. Когда ты любишь кого-то, ты отдаешь ему свое сердце, даже если он плохо к тебе относится. Я знаю это по опыту. Вас признали. Вы знаете, каково это, когда твои эмоции текут, а разум свободен. Я хочу, чтобы ты знал, что ты этого стоишь. Это является источником большой обеспокоенности и разочарования. Ваши неудачи нормальны, и я их не критикую. Когда ты попадешь в беду, знай, что кроме меня тебя никто не спасет. Когда приближается опасность, отвернитесь от мыслей о неудаче или смерти. Тени рассеются, и вы сможете уверенно двигаться вперед. Ваша радость будет царить, ваша вера укрепится, и обетования веры будут написаны в вашем сердце. Вам дано новое вдохновение, и ваши желания осуществляются в соответствии с моими словами. Люди, которые придут вас остановить, не будут вас слушать, поэтому вам не придется их убеждать. Берегитесь, те, кто смотрит на вас свысока, снова сделают то же самое. Нам не нужно обманывать их, чтобы продолжить наше путешествие. Они уже определились со своей верой. Если вас беспокоит одиночество, помните, что я здесь, чтобы помочь. Пожалуйста, подождите. Поверь мне, я пришлю к тебе нужного человека. Я люблю тебя, уважаю тебя, защищаю тебя и забочусь о тебе. Вы станете победителем через несколько дней. Он придет вовремя. Я всегда вовремя, когда вам нужна моя помощь. Все давят на тебя, потому что ты не можешь не беспокоиться о том, что произойдет, и о весе всего этого. Поэтому я был бы очень признателен, если бы вы отпустили все болезненное бремя, которое вы несете. Я не хочу, чтобы ты все время беспокоился о своем будущем. Вы должны всегда быть начеку и не позволять своему разуму блуждать. Я всегда буду с тобой, я открою тебе двери и подарю тебе любое чудо, которое ты попросишь у меня. Это правда, что я лидер этого поколения. Я сделал это ночью. Я вижу, бывают ночи, когда ты не можешь здесь отдохнуть, потому что я уже свел тебя с ума. Не напрягайтесь слишком сильно. Вместе со своим лучшим другом скажите вслух, что вы решили верить в Бога и Господа. Итак, в вашем уме нет страха. Посмотрите сами, как тепло воздуха, дующее сквозь ваш страх, освобождает вашу душу. Прими мир, который я даю тебе.
Я рад обещать вам, что с какими бы трудностями вы ни столкнулись, мой сладкий голос поддержит вас, напомнит, что я с вами, и даст вам силы противостоять любой атаке. Если я уговорю тебя не сдержать обещание, скажи мне, что ты доверяешь мне и будешь следовать моим указаниям. Примите мое обещание и доверьтесь мне, когда на вашем пути возникнут трудные времена. Пока что она не боролась достаточно упорно, чтобы сдаться. Не разочаровывайтесь. Причина, по которой я пришел к вам сейчас, состоит в том, чтобы дать вам терпение, смелость и настойчивость в ожидании меня, даже когда ваша решимость ломается под давлением. Убедите свой разум, что он не болен, поговорив с ним спокойно. Ваш любящий Отец держит ключ к вашей жизни, вашим мечтам и вашему будущему. Ветры мира заставят вас забыть современную эпоху. Да пребудет с тобой Бог, направит тебя на твоем пути и защитит от всякого зла. Верьте в Него и следуйте путем света. Комментарий 6060 о благах дороги. Важно осознавать важность заботы о своем физическом и психическом здоровье, уделять время заботе о себе и стремиться к балансу и счастью во всех аспектах своей жизни. Помните, что здоровое тело – это храм Святого Духа. Помолимся с благодарением. Боже любви и милосердия, мы обращаемся к Тебе в это время с благодарным и доверчивым сердцем. Господи, среди жизненных бурь мы знаем, что Ты с нами, поддерживая нас своей крепкой, доброй рукой. А Боже, мы славим Тебя, потому что Ты наша тихая гавань и наша непоколебимая сила. Когда нас окружает тревога и страх пытается нами управлять, мы помним Твои слова. Не волнуйся, я с тобой. Пусть эта истина проникнет в наше сердце и рассеет все тревоги и тревоги. Ты Бог, который идет с нами и никогда не оставит нас. Какой бы шаг мы ни сделали, Вы с нами, направляя нас своей бесконечной мудростью и бесконечной любовью. А Господь, укрепи нас, когда мы слабы. Пусть Твое присутствие будет нашей крепкой скалой и нашей крепкой башней и защитит нас от всякого зла, которое может с нами случиться. Отец Небесный, излей на нас свою обильную благодать и бесконечное милосердие. Дай нам силы и будь нашим постоянным источником надежды. А Боже, сделай нашу веру в Тебя подобием неугасимого пламени, освещающего наш путь и ведущего к победе во Христе Иисусе. Когда приходят беды, давайте помнить о Ваших обещаниях, дорожить Вашими словами и верить, что Вы – наша нынешняя помощь в трудные времена. А Боже, вся слава и честь принадлежат Тебе ныне и во веки веков. Аминь. Завершая это мощное послание, я хочу поблагодарить вас за то, что вы присоединились ко мне в этом путешествии веры и стойкости. Если эти слова резонируют с вами, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кто нуждается в надежде и поддержке. Помните, что вы не одиноки в своей борьбе. Доверьтесь руководству высших сил и верьте, что лучшие дни наступят. Позаботьтесь о себе физически и эмоционально и примите благословения, которые встречаются на вашем пути. Если вы готовы получить благословения, которые вас ждут, напишите в комментариях 6060 ниже. Давайте продолжим поддерживать друг друга на этом пути к миру, силе и успеху.
Знание того, что вас любят, ценят и защищают, дает вам душевное спокойствие. Завершая нашу молитву, давайте в сердцах поблагодарим за присутствие Бога, который следует за нами на каждом этапе пути. О Божьем милосердии и любви мы приходим к Тебе с сердцами, полными благодарности и доверия. Даже посреди жизненных бурь мы находим покой, зная, что Ты с нами, направляя нас своей бесконечной мудростью и бесконечной любовью. Укрепи нас в наши времена слабости, и пусть наша вера в Тебя сияет, как светильник света, ведущий нас к победе во Христе Иисусе. Всегда помните свое обещание. Мы сдержим свое обещание и верим, что Вы поможете нам в трудную минуту. Вся слава и честь да будут Твоими ныне и навсегда. Аминь.